Государственный архив Кыргызстана имеет очень долгую и славную историю. Здесь хранятся множество документов, имеющих ценность исторических источников, научные труды и различная деятельность по изучению существования нашего государства и развития народа в целом во многом зависит именно от тех данных, которые хранятся здесь. Архивы – это прежде всего хранят документы и выдают эти документы для пользователей, чтобы эта информация доходила до общества. Именно историческая, научная информация. Сейчас в нашей стране функционирует около 60 архивов. 3 из них – центральные, государственные, политической документации и архив кино и фотодокументов. Также есть 9 региональных отделений, а все остальные – областные и районные. В них хранится вся документация компаний, госучреждений, информация о людях с огромным сроком давности. Только в Центральном госархиве хранятся около 2000 фондов. Это более 500 тысяч документов. Проблем, как и везде, хватает. Одна из основных – нехватка места. В данный момент у нас уже все переполнено, здания как таковой нет. Нам еще как-то все собирались выделить. С нехваткой места пока справляются. Главное, чтобы сотрудники были преданы своему делу. Старинные бумаги, они как малые дети, нуждаются в постоянном уходе и определенной, комфортной для них среде. В хранилищах температура воздуха должна варьироваться от 17 до 19 градусов. Уровень влажности не должен подниматься выше 55%. И видите, очень мелко. И вот, значит, сейчас здесь влажность 51%. А у нас вообще температура здесь должна быть 17-19, 50-55. Если же поврежденные документы требуют восстановления, их обязательно отправляют в лабораторию, где специалисты подшивают и реставрируют увядающие страницы истории. Для того, чтобы записи прошлых лет после истлев не канули в лету, учитывая нынешние достижения прогресса, их нужно переводить в цифровой формат. Госархив позаботился и об этом. Сотрудники вот уже 4-й год сканируют дорогие сердцу страницы. Однако взялись почему-то за бумаги 2007 года. Наверное, они ценнее всех, да и техника хромает. Не слишком быстро фотографируют. Раньше у нас был сканер, фотоаппараты были помощнее, и тогда мы по 8 дел сканировали на одном сканере. А сейчас вот приходится нам сидеть и ждать вот фотоаппарат, пока щелкнет. Вот. Там была 1 секунда, вот мы нажимаем, тут щелчок, и через секунду тут щелчок. А вот этот сканер сломался, забрали и нам установили вот этот новый сканер, а тут фотоаппараты слабые. Быть может, начать работу нужно с более подверженных действию времени документов. На этих самых стеллажах хранится в буквальном смысле история нашей Родины. Здесь можно найти персональные документы интересных личностей. Например, личные телеграммы Ивана Васильевича Панфилова, его жене. Есть в архиве и более давние бумаги. Один из старейших документов XVIII века, хранящийся в Государственном архиве, прибыл из Санкт-Петербурга. В нем зафиксирован прием кыргызских послов российской императрицы Екатерины II в 1728 году. Олеся Цурикова, Павел Шланчак. Новости телевидения «Пирамида».